Мы продолжаем освещать самые заметные события. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. И вот основные темы. Восстановление органов дыхания. На санаторное лечение отправилась 4-я группа граждан, пострадавших от летних лесных пожаров. Финалисты Чурапчинского района в Москве подвели итоги 5-го всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования. Не 33, а около 100. Крестьянское хозяйство Батамайское пополнилось архангельскими коровами. В ходе встречи с председателем Центра избиркома Эллой Памфиловой Владимир Путин поблагодарил россиян за доверие и активную жизненную позицию на выборах в Государственную Думу, которые состоялись с 17 по 19 сентября 2021 года. Глава государства отметил, что явка на этих выборах составила 51,68%. Этот результат выше, чем в 2016 году. Это говорит о том, что люди ответственно подходят к формированию высшего представительного органа власти страны – Государственной Думы, сказал Путин и добавил, что от работы Нижней палаты российского парламента зависит стабильность в стране, процветание России, движение вперед. Глава республики выразил слова благодарности якутянам за активное участие в выборах текущего года. Более 330 тысяч якутян, несмотря на погодные и эпидемиологические условия, пришли на участки и сделали свой личный выбор, отметил Айсен Николаев. Особые слова благодарности Николаев выразил организаторам выборов. Подчеркивая роль общественных наблюдателей, глава региона отметил необходимость развития такого института и надеется на Общественную палату республики, которая взяла на себя организацию и координацию работы наблюдателей. Заместитель председателя правительства страны Марат Хуснуллин заявил, что до конца 2021 года в России подготовят концепцию стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. По словам вице-премьера, при реформировании сферы ЖКХ необходимо решить несколько задач, включая и выработку новых подходов к расселению аварийного жилья. Кроме того, вице-премьера беспокоит финансовое состояние организации ЖКХ. Сбор денег во многих регионах не стопроцентный, также не исполняются полностью инвестиционные программы. Мы хотим до конца года для себя определиться с предлагаемыми мерами, определиться с источниками финансирования, пройти согласование со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами и не позже первого квартала 2022 года утвердить стратегию, заключил Марат Хуснуллин. По оперативным данным авиалесоохраны на территории Якутии действуют 10 природных пожаров. За сутки ликвидировано 8 на общей площади 117 324 гектара. Новых пожаров не зарегистрировано. Приближенных и угрожающих населенным пунктам пожаров нет. Все превентивные мероприятия по защите населенных пунктов выполнены. За сутки для мониторинга обстановки привлекалось 3 воздушных судна от РСЧС. Сегодня 3 воздушных судна продолжат работу. Вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России находится в готовности к применению в городе Якутск. Самозанятым региона доступны разные меры поддержки. На базе центра «Мой бизнес» они могут получить различные консультации, методическую помощь о разработке бизнес-планов. Более того, для самозанятых организуются различные образовательные площадки и семинары. Кроме этого, с 2021 года для самозанятых и представителей малого предпринимательства запланированы субсидии. Финансовая поддержка предусматривается по итогам конкурсного отбора. Субсидии предоставляются, например, местное производство 50% расходов, уже произведенных расходов до 500 тысяч. Второе мероприятие социальное предпринимательство 85% до 500 тысяч расходов. И третье мероприятие придорожный сервис, там 50% до 500 тысяч. По туризму у нас выдается 1 миллион, но часть софинансирования составляет 30%. Суммы. Более подробную информацию предприниматели самозанятые могут получить у нас по номеру горячей линии. Номер горячей линии у нас 8 800 158 80. 4-я группа из 29 жителей районов, которые наиболее пострадали от лесных пожаров летом 2021 года, отправились на санаторно-курортное лечение в центр Вольгинский.
Так, во Владимирской области отдохнут 20 граждан с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы из Горного и Тамбонского районов, а также 9 жителей Атамайского наслега Горного района, где произошел крупный пожар в начале августа. Путевки предоставлены Фондом социального страхования Российской Федерации. Напомним, с инициативой отправить в санатории якутян для восстановления и укрепления здоровья выступил глава Якутии Айсен Николаев. Президент России Владимир Путин поддержал его предложение. В Алроса с начала вакцинации сделали прививку 18,5 тысяч сотрудников. Это чуть больше половины от общего количества. Второй компонент поставили почти столько же человек. В медцентре также отметили, многие сотрудники привились в отпуске. Поэтому сейчас уже проходит ревакцинацию. Если вакцины хватает, работник может получить второй компонент в медцентре. Если вакцины нет, работников отправляют в центральную больницу. Причем вакцинируемые могут сами выбирать, какой препарат себе поставить. У нас предпочтительнее, конечно, выбирают гамковид-вак или это спутник Ви. У нас она с начала вакцинации. Вакцинация началась еще в начале где-то февраля или конец января. И все этой вакциной вакцинируемся. Было немножко у нас пивак короны, но это была небольшая партия этой вакцины. В основном это гамковид-вак, спутник Ви. А сейчас мы еще получили спутник Лайт. И тоже хорошо идут пациенты, которые и вакцинируются, и ревакцинируются. Период возмещения затрат работодателей на профилактику коронавируса за счет страховых взносов официально продлен до 1 октября. Это значит, что у компаний еще есть возможность сократить свои расходы, понесенные в этом году на приобретение масок, перчаток, термометров, санитайзеров, проведение лабораторного обследования работников на COVID-19. Ранее крайним сроком подачи документов в Фонд социального страхования было 1 августа. Вернуть расходы на обеспечение предупредительных мер работодатели могут в размере не более 20% от суммы перечисленных ими страховых взносов. Объем средств может быть увеличен до 30%, если они направили на санаторно-курортное лечение работников не ранее, чем за 5 лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости. В Москве подвели итоги 5-го всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования. В конкурсе участвовало 915 проектов, реализованных в прошлом году в 60 регионах. В номинации «Общественное участие» в число финалистов вошел проект из Чурапчинского района – ремонт районного дома народного творчества Айылгы. В его реализации приняли участие более 2000 жителей. Для ремонта двухэтажного каменного здания, расположенного в селе Чурапча, было собрано 50 миллионов рублей силами жителей села и 225 тысяч было выделено из бюджета района. Такую же сумму пожертвовали спонсоры, и 1,5 миллиона рублей поступило в качестве софинансирования из республиканского бюджета. У нас появилась куча новых проектов, которые мы хотим и будем реализовать совместно с нашей администрацией района и Министерством финансов Республики Саха-Якутия. Сразу после программы тоже параллельно нас очень сильно поддержала администрация. Она дополнительно вне конкурса тоже выделили средства на дальнейшее переоборудование и реконструкции зданий и материально-технической базы Дома народного творчества Айылгы. Программу развития сельского хозяйства до 2025 года расширена. В документ вошли 4 новые подпрограммы по производству кормов для животных, селекции масленичных культур, генетике крупного скота и развитию виноградарства. Постановление вступает в силу с 21 сентября. Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства призвана снять технологическую зависимость России от импортного семенного материала в растениеводстве и племенного в животноводстве. Это должно обеспечить стране продовольственную безопасность, а потребителям качественную и конкурентоспособную сельхозпродукцию российского производства. Как отметили в правительстве, на выполнение комплексных научно-технических проектов, отобранных для участия в подпрограммах, выделяются гранты в форме субсидий из федерального бюджета.
На территории столицы республики планируется строительство круглогодичных школ. Для этого, в частности, предполагается реновация детских лагерей в окрестностях Якутска. Так, на месте детского лагеря имени Каландаришвили, «Спутник», «Бинго», «Родничок» рассматривается возможность возведения круглогодичных образовательных учреждений. Отмечается, что в учебное время это будет школа, а в летнее время – лагерь. Ввод объектов в эксплуатацию планируется в 2024 году. Крестьянское хозяйство «Батамайское» пополнилось еще 100 головами архангельских буренок. Очередная партия скота прибыла на барже с Усть-Кута в эти выходные. Подробности в следующем материале. Сегодня у крестьянского хозяйства «Батамайское» настоящий праздник. Прибыла очередная партия племенных архангельских коров. У холмогорской породы очень высокие производственные показатели. Они дают в несколько раз больше молока, чем другие породы. В прошлом году была приобретена пробная партия. Надои молока за год были увеличены в разы. Поэтому было принято решение о приобретении еще 100 голов. Нам бы хотелось вот эта партия еще 2 раза повторилась. Еще 200 голов нам надо дополнительно получить, чтобы сегодня мы с вами полностью район обеспечим молочной продукцией. В плане также полностью всех наших жителей обеспечить нашим мясной продукцией. Батамайское обеспечит продукцией детские сады, школы и местное население. На прилавках фирменных магазинов предоставлен выбор более чем из 18 наименований. По словам руководителя предприятия, 5-летний план развития Батамайского был выполнен за 2 года. И это благодаря поддержке Минсельхоза, который помог в приобретении буренок, главе и районным депутатам, оказавшим финансовую помощь в постройке телятника и молочного цеха. Благодаря завозу, благодаря молоку, которое получаем от коров, благодаря обновлению поголовья мы почти удвоили наши надои. На сегодняшний день мы каждый день 2,5 тонны отгружаем на переработку. Перерабатывающий цех запустили такую широкую линейку молочной продукции. Новые виды молочной продукции у нас появились. И с приходом этих 100 голов нетелей мы планируем еще 1,5 раза увеличить наши надои. До конца этого года предприятие планирует сдать на переработку 762 тонны молока. В следующем году более 1000. В Ленском районе сельскохозяйственная отрасль развивается быстрыми темпами. На днях в селе Артанахара будет открыт новый коровник. На следующий год начнется строительство нового коровника в селе Батамай. Там же появится свиноферма. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Фильм «Нучи», снятый Владимиром Мункуевым, получил положительные отзывы от обозревателей «Кинопоиск» в рамках отечественного кинофестиваля «Кинотавр», проходящего в Сочи. Напомним, сюжет разворачивается в якутской семье XIX века, к которой подселяют русского каторжника. Это событие меняет их жизнь и ставит под удар будущее. Кинокартина снята по произведению Вацлава Серашевского молодым режиссером, выпускником Арктического государственного института культуры и искусств Владимиром Мункуевым. А продюсерская часть была возложена на именитого режиссера, сценариста и продюсера Бориса Хлебникова. В главных ролях также снялись выпускники вуза Ирина Михайлова и Павел Колесов. За их актерской игрой можно будет понаблюдать уже в этом месяце. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.